сначала делали какие-то небольшие заказы, а потом уже вот появились вот эти башенки на метро Кремлевская в Казани, да, вот витражи влюблена до сих пор, потому что я искренне верю, что стекло, вот витражное стекло, свет, огонь, который через него проходит, реально чистит пространство, энергетику дома. Мое увлечение витражом и мужем совпали. Витражное производство – это очень сложная вещь, то есть туча специального оборудования, туча всего необходимого для этого, да. И, безусловно, я бы, наверное, в однёху в это не пошла никогда. Петропавловский собор, мечеть, как вообще в тебе это уживается? Ты знаешь, в этом смысле я стараюсь быть профессионалом, да, и для меня очень важен интересный заказ именно с художественной точки зрения. Я же в команде была с мужем. Он очень закрытый человек, и он, не готов общаться с людьми, да, но он большой специалист, и я всегда была рядом, да. То есть мне объяснили, что я не такая лет в 20 моих, да. Я вот закончила университет, попала в Академию наук, и мы, значит, там с ребятами меня уговорили пойти на курсы экстрасенсов. В первые же полчаса мне сказали: идемте, вам здесь не надо быть. То есть обучение проходило отдельно. А кто это? Смотри, я потом поняла уже, до 92-го года я потом наводила справки, существовали лаборатории при Академии наук, которые отбирали вот с помощью вот таких нехитрых способов природных лозоходов. Где-то в 50-е годы, когда вот эти лаборатории создавались, дабы придать вот эту наукообразность лозоходству, была в Москве, была в Томске, там до сих пор что-то есть, да, и была в Новосибирске лаборатория, связанная с биолокацией создана. Вот эта чуйка людей, которые этим владели, меня позволило вот так выцепить и обучать. Для техникумов, для вузов вот всякие были учебники. То есть там прям всегда была глава о биолокации, да, о том, как это влияет на помещение. Сейчас это все удалено, к сожалению. Сейчас Википедия пишет, что биолокация – это недоказанная лженаука. Википедия во Франции, в Англии и в Штатах совсем по-другому к этому вопросу относится. Возможно, это была какая-то программа, которую я недополучила, но мне не дали технику безопасности. Я начала практиковать, и где-то к 28 моим годам я упустила вот ту точку невозврата, из которой сама выбраться не смогла. То есть в какой-то момент меня попросили выписаться из больницы, потому что, обследовали на все, а я просто тихонечко умирала. Мы были в Мариэл, мы были в Чувашии, мы были у Мордвы, да, мы были в Удмуртии, мы были в Башкирии, и здесь вот в Татарии тоже. И мне все говорили примерно одно: поздно, деточка, ничего сделать не можем. Какая-то тетенька сказала: вот если через 2 часа не привезете, я ей не помогу уже. И, значит, меня привезли вот к какой-то женщине, и это единственная женщина, которая мне сказала: хочешь, я тебе помогу. И потом мне самой пришлось тоже помогать этому человеку. И сейчас после любого обследования у меня там отработанный алгоритм. И я поняла, что у меня какие-то браслеты начали работать как дозиметры, такие энергетические. То есть у меня просто начинает болеть рука. И это, то есть, повод посмотреть, что у меня происходит с браслетом. Иногда браслеты у меня так вот рассыпаются, иногда у меня исчезают с руки браслеты, иногда превращаются в пластик. Когда все говорят: вот, а ты защиту какую-нибудь ставишь себе, когда работаешь? Я говорю: о какой защите речь? Да? Любая защита делает тебя неполноценным специалистом, да, в какой-то мере, потому что ты, защищая себя, пропускаешь какие-то важные вещи. Надо, сделав, восстанавливаться, да, а в моменте надо работать. В узких кругах достаточно известный специалист именно по диагностике биополя, потому что я делаю это, своим способом, то есть через биолокацию. То есть ты не видишь картинками, ты как вообще, что ты картинками тоже вижу, но мы обо всем будем сегодня говорить. Вот до 17-го года у нас Российское общество лозоходов существовало. То есть это было очень признанные люди. И в любом учебнике по истории архитектуры написано, что лозоход — это всегда был человек, который выбирал место для строительства храма. Там всегда есть место силы. С мечетями, к сожалению, не так все очевидно, потому что мечети строили там, где пальцем ткнули, да, к сожалению. В Средней Азии, вообще на Востоке, да, любая мечеть — это тоже очень мощное место силы. И это никогда не наоборот, это не намоленная потом история, это сначала лозоход выбрал это место, и там построили мечеть или храм какой-то.
Почему это началось? Но я начала обследовать именно жилые и офисные помещения. То есть я всегда в других профессиях зарабатывала, да, и я 23 года за биолокацию не брала денег. И пока меня прям не пришибло и энергетически, и всячески, пока мне со всех сторон не начали это говорить, у меня какой-то финансовый кризис случился, вот прям реально, да, то есть я поняла, что что-то я делаю не так. И как ты назначила первую цену? Это было, да, я как там 100 рублей квадратный метр назначила, это была такая история давнишняя. Там, в общем, типа за 5000 смотрела квартиру, ну, лучше бесплатно, чем за такие. И когда я решилась поднять там в 2 раза цену, ну, то есть не 100, а 200 рублей брать, да, то есть у меня ломка была психологическая. Я думаю, боже, сейчас сотни людей не смогут позволить мою услугу. Потом до меня дошло, что, ну, во-первых, они и не собирались ее позволить, вообще ни разу не сдалось, да, а во-вторых, я поняла, что, ну, даже какую-то миллиардную долю домохозяйств на этой планете я даже при всем моем усердии все равно не обследую, да. Просто я очень давно перестала работать как экстрасенс, вот, делать за человека его работу. Врачом перестала быть. Я такой врач, наоборот, я диагностирую и учу. Да, аура, биополе, там разные названия используются, и оно какую-то яйцеобразную форму имеет в идеальном состоянии. Вот на это биополе накинули ласса, да, и затянули в каком-то месте. И вот эта форма поражения биополя и принято называть порчей. Но я вот немножко воздерживаюсь все-таки от этой эзотерической как бы составляющей, понимая, что все равно это чисто физические процессы. Магия и экстрасенсорика – это разные вещи. Это не всегда про ясновидение, яснознание, вот это яснослышание. Это еще про самопомощь себе. Поняв, что он что-то может, что он что-то чувствует там между ручками, да, все готовы, к сожалению, бросаться помогать другим. Я говорю, сначала себе помогите, да, то есть, ну, как бы, потому что помогать другим – это уже все-таки про технику безопасности, про море всего того, что можно, с чем может человек не справиться. Это как бы свыше идет поток, но он же идет через твои руки, да, что ты можешь сам нахватать как мастер, да, этого потока, и как бы настолько ли ты чист, пропуская через себя даже там божественные потоки, чтобы давать их людям. Это прям главная заповедь, я считаю, для любого такого практика, энергопрактика, потому что ты должен, ну, прежде всего за свою жизнь отвечать, да, потому что твоим детям нужны будут мама или бабушка твоим внукам, да, а если тебя не будет, или ты будешь разваленной из-за того, что ты помогла там сотне людей, ну, кому от этого хорошо? Ко мне и психиатры приходят, и шаманы приходят, да, и вот аксессбары, и кто только не приходит, потому что, ну, в какой-то момент вот может что-то пойти не так. И это уже вот личная ответственность. Даже не того, кто обучил этому, да, он заработал деньги и пошел дальше, а тебя самого, как энергопрактика, за свою жизнь. Потому что за тобой твой род, то есть не только перед тобой твой род, когда ты вот там вот вспоминаешь своих там до 7-го колена, и вот это все, это супер история, да? Но очень важно, что будет после тебя. Какой генофон, какую энергетику ты передашь своим детям, внукам, правнукам. Вот так вот. Если разлетелся браслет, не собирать. Иногда просто браслетик на руке может стать достаточно сильным артефактом, а мы не придаем это значение. Снимайте, пожалуйста, с себя хотя бы на ночь все просто. Это просто элементарная техника безопасности. Просто в соли помыть украшения, да? Прям умоляю, не держите в соли сутками. Вот если за 5 минут энергетический фон меняется, то он сработал. Соль дольше не работает, да? То есть вот сейчас весна, то просто насыпьте там, ну, несколько ложек соли в любое ведро, в тазик с водой, который вы будете это делать. Помойте все косяки, все входные двери. Вот уже собрали весь негативчик, да, и выкиньте. Я говорю, мы очень многим вещам вокруг нас не придаем значения. Иногда я в домах нахожу, ну, вот у татар говорят «я салган», или, ну, сделанные какие-то вещи. И можно с пены у рта говорить, что магии нет, но это не так. Ну, магией можно что угодно называть, но то, что есть воздействие на вещи определенные, это очевидно. На какие-то шамаильчики, да, на иконки бумажные, там еще на что-то.
Потом была мода, вот я стала сталкиваться с тем, что на визитке стали делать. И это тоже очень жесткая история. Я вот в Казани показываю, я специально говорю, я показываю места, которые 366 дней в году, как в этом году, да, 24/7 доступны. Ты обычно встречаемся у татарского театра и идем вокруг Кабана с заходом в старо-татарскую слободу. И что считать в Казани татарской культурой, да, то есть Кремль считать татарской культурой. За Благовещенским собором есть такое место. Считать его татарским, как ты считаешь? Вот. Ну, то есть он уже в Казани. То есть я считаю, что все места, которые я показываю в Казани, они татарские. А какие они еще? Есть очень интересное кладбище Золотых Святых, да, у нас в Татарии. Это 40 километров от города. Вообще неизвестное место. То место, где мы живем, да, это смыкание Камы с Волгой. На этом месте миллиарды лет, ну, кто-то жил.